Здравствуйте, в эфире передача «Криминальный Якутск», я ее ведущий Айсен Николаев. Сегодня в выпуске. Пацаны шли к успеху, в Жатае задержана группа, занимавшаяся гаражными кражами. Ограбил, выпил в тюрьму. В Якутске по горячим следам задержан грабитель. Большой брат видит все, камеры помогают ловить преступников. Итак, начнем с криминальной хроники. Оперативниками отделения по раскрытию квартирных краж задержана группа молодых людей. Награбленное хранилось на складе у известного предпринимателя. 21 мая сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж Межмуниципального управления МВД России Якутская в поселке Жатай была задержана группа молодых людей, подозреваемых в серии краж на территории поселка. Местом хранения краденого оказался склад, принадлежащий дяде одного из подозреваемых. Предприниматель был доставлен в 3-й отдел полиции на допрос. В течение мая группа совершила хищение из 3 гаражей и 1 дачи. Добычей злоумышленников стали строительные и технические инструменты. По данному факту проводится проверка. 21 мая мы были задержаны в поселке Жатай. В чем обвиняетесь? Подозреваетесь? Кража. Кража чего? Инструментов. Откуда? С гаражей, стройгаражей и дач. Вину свою признаете? Признаю. Сотрудниками отделения по раскрытию квартирных краж Межмуниципального управления МВД России Якутская задержаны 3 уроженцев города Якутска, которые, находясь в сговоре, путем взлома совершили хищение из гаражей. На данный момент подтверждено 4 эпизода. Подозреваемые не успели сбыть украденные вещи, похищенное изъято в полном объеме. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 30 мая на пульт дежурной части поступило сообщение о совершении грабежа на улице Луговая. На место были стянуты ближайшие патрули ОВО и ППС. В течение часа по горячим следам сотрудникам полиции удалось задержать мужчину. Злоумышленник, став богаче на 500 рублей, успел их пропить с приятелем. От места преступления мужчина ушел на соседнюю улицу, где и распивал спиртное. Оперативниками уголовного розыска 2-го отдела полиции установлены и задержаны 2 подозреваемых в краже велосипеда. С дома по улице Пояркова был угнан велосипед. Камерами видеонаблюдения были зафиксированы молодой человек и девушка. Перекусив цепь, парень прячет кусачки в куртку, затем передает велосипед девушке, которая на нем уезжает. Полиция просит помочь в установлении личности подозреваемого в мошенничестве. Мужчина незаконно завладел банковской карточкой, потратив за день 27 тысяч рублей. По всей имеющейся информации просим обращаться по телефону 8 924 169 14 35. В Якутске прошел рейд по выявлению незаконных мигрантов. В межведомственном мероприятии приняли участие сотрудники полиции, судебные приставы и сотрудники миграционного контроля. В течение всей операции было проверено 24 объекта и 275 иностранных граждан. По решению суда 8 граждан выдворены за территорию России. Взыскано штрафов на общую сумму 122 тысячи рублей. Установлен 1 факт подделки документов, за что иностранцу грозит уголовное наказание. Вы кто? Вам какая разница? Он ответственный. А вам какая разница? Он отвечает, если упадет, мы будем виноваты. Почему? Потому что вы какой черт находитесь в строительной территории. 30 мая ранним утром в аэропорту Якутска состоялись проводы личного состава сводного отряда полиции Якутии, вылетающие в очередную полугодовую служебную командировку для поддержания конституционного строя на территории Республики Северная Осетия Алания. В состав отряда вошли 46 полицейских из различных подразделений органов внутренних дел республики. На взлетную полосу аэропорта проводить отряд прибыло руководство МВД по Республике Саха-Якутия, начальники служб и подразделений, а также родные и близкие убывающих в командировку полицейских. По сложившейся традиции отец Сергий благословил сотрудников, окропив освященной водой. Полицейские, откомандированные для выполнения задач на Северном Кавказе, прошли специальную подготовку. Для многих из них это не первая командировка. Особый упор подготовки был направлен на формирование отряда как отдельной боевой единицы, готовой к выполнению специальных задач в различных чрезвычайных ситуациях, связанных с особым риском. Командиром отряда назначен подполковник полиции Дмитрий Шейн, заместитель начальника отдела уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Якутская. Были проведены учения, проведено психологическое исследование сотрудников, после чего самые наилучшие только были отобраны и подготовлены к командировке на Северный Кавказ.
За прошедшую неделю в Якутске произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 9 получили травмы различной степени тяжести. 85 нетрезвых водителей задержаны и отстранены от управления автотранспортом. Подробно о происшествии в нашей рубрике «Город дорог». 28 мая в 15 часов 19 минут в дежурную часть госавтоинспекции города Якутска поступило сообщение об опрокидывании транспортного средства на 37-м километре Намского тракта. Немедленно на место происшествия были направлены бригады скорой помощи и автопатруль ДПС. Но, к сожалению, врачи ничем не смогли помочь участнику автоаварии. Предварительно установлено, что 33-летний водитель автомобиля Toyota Corona Premio, двигаясь с поселка Намцы в город Якутск, не справился с рулевым управлением и допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет и опрокидывание. В результате автоаварии водитель «Тойоты» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Позже пассажирка иномарки объяснила, что была пристегнута ремнем безопасности. Травм у нее врачи не обнаружили. Водитель «Toyota Corona Premio» не был пристегнут. Стаж вождения погибшего водителя составил 14 лет. В ходе осмотра места происшествия дефектов дорожного полотна выявлено не было. На данный момент дело передано в следственные органы. Около 19 часов также во дворе многоквартирного жилого дома номер 32/2 по улице Петровского водитель Toyota Camry совершил наезд на 6-летнего ребенка. Позже в медучреждении стало известно, что маленький пешеход получил ушибы обеих ног. Обоим пострадавшим детям назначено амбулаторное лечение. Даже во дворе собственного дома, где часто расположены площадки, где пешеходы пользуются преимуществом и должны быть в безопасности, дети оказываются под колесами автомобилей. С начала года произошло уже 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в результате которых 1 ребенок погиб и 25 юных участников дорожного движения получили травмы различной степени тяжести. 6 команд с городских школ в этот день на теоретических и практических этапах показали не только навыки фигурного управления велосипедом, хорошую спортивную подготовку, но и знания правил дорожного движения, умение оказывать первую медицинскую помощь, а завершающий творческий этап агитбригады дал полную свободу детскому творчеству в любом сценическом жанре. По итогам общих командных баллов первое место в городском конкурсе «Безопасное колесо» стала команда школы номер 31. Серебро и бронзу соревнований выиграли ребята из школы номер 30. Творческий конкурс агитбригады был посвящен 80-летию со дня образования служб ГАИ ГИБДД. По результатам творческого конкурса первое место на этом этапе заняла команда школы номер 30 города Якутска. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.